Точно. 20 с чем-то. Вспомнил. Видишь? Так что у нас есть лайкайте. Нам нужно, чтобы мы были в топе. В принципе, на самом деле это не нужно. То есть это сплошной эксперимент, потому что я не нужно протянуть просто время для того, чтобы я здесь посидел до 5:30. Да. Насколько я понял. До 5:30, да. Вот, мы сидим в Travelers. У нас небольшой бизнес каучинг. Нет, не коучинг. Что ты прям так? Нет, на самом деле у нас есть интересный проект, и мы бы хотели, скажем так, нам нужно, чтобы нам в холдинг приходили талантливые, умные, адекватные люди. То есть это происходит в последнее время все реже и реже. Вот. Сандара, привет, это благодаря тебе. Она вряд ли есть в перископе. Ну ладно. Вот. Поэтому, друзья, мы решили замутить такой проект, сделать небольшой лендос, то есть, лендинг-пейдж, давайте так все по грамотному, вот, и разместить там очень красочно, как там, вакансии, кто нам нужен, какие нам люди нужны, зачем они нам нужны, умные, амбициозные, талантливые, там, адекватные, то есть, у которых есть свои желания, потребности, они хотят развиваться, они хотят собственный бизнес, быть супер успешным предпринимателем и все прочее, то есть, в целом-то мы можем это научить, было бы желание у людей, основная эта проблема, что у людей нет желания, вы не поверите, друзья. Вот. И поэтому... Может, они просто не хотят работать продавцами, Саш? Ой, да ну, я вот работал продавцом вообще-то, а? Ой, ну когда это было-то? Ну, сейчас это все было, стали амбициозные. это было 12 лет назад. Ну, извините, а 12 лет назад? А как можно научиться продавать, например, да, и работать в продажах на себя, если ты, в принципе, к продажам никакого отношения не имел? О, дорогая моя, Ой. Очень сложно держать телефон, наливать себе чай, да? Нет, я хотела его размешать на самом деле просто. Ну давай, вот это надо было снимать, вот это надо было снимать. Что? Как я разлила чай? Ладно. Ага. И суть заключается в том, что мы сделаем блендинг. Ну смотри, в чем прикол вообще работать продавцом? Почему ты сейчас призываешь молодых? Нет. Почему работать именно в твоей компании? Для того, чтобы работать на это. Ну, смотрите, например, давайте начнем с респекта. То есть, когда я сам руководил непосредственно респектом, фирма такая... мало зрителей, 4 зрителя. Черт возьми! Ну ладно, все равно давай рассказывай. Я не могу, да? Вот, смотри. Когда я работал, получается, в респекте, руководителем... Начинал ты в респекте не руководителем, правильно? Ну, понятно. Это понятно. Ну расскажи, с чего ты начинал? Я пришел к своему тарифану, к Андрею Смирнову, и он продавал ноутбуки. А ты пришел к нему просто продавцом? Да. Тебе было сколько лет? Я закончил, в смысле, я не освободился. Я отслужил в армии. Освободил. А тебе сколько было лет? 20, 21? Нет, скорее всего, было, наверное, 22 или 23. 22 или 23. Ты просто служивший в армии парень пришел в респект работать продавцом ноутбуков. Да. А ты за плечами что-то имел? Колледж, там, университет? Да, целую школу и армию. Вау, целая школа и армия. Глядите, ребята, не обязательно учиться в университетах, да? У тебя вышка-то есть, Саша? Нет. А средняя колледж заканчивал? Нет. Вообще ничего? What the fuck? Зато я очень много читаю. Хорошо. Один секрет, уважаемые зрители, много читать. Ладно, едем дальше. Ты пришел в респект, тебе было 22 года. Саня, мы едем, пишет Разуваев. Короче, кто работал же раньше в респекте, они же не стали, например, крутыми директорами, как ты сейчас. О, дорогая моя, давай сейчас вот на этом остановимся. Смотри, мы недавно почитали статистику. С баннерами он едет куда-то. Кто? Саша Разуваев. С какими баннерами? Не знаю. С какими баннерами, Саша? Ты его не услышишь, не можешь. Нет, я думал, ты почитаешь. Еще не написал. Зайцев крут. Разуваев пьяный, походу. Пьяный, что ли? Он вообще-то на работе был, он не может быть пьяным. А, да? Ну ладно, рассказывай. Вот. Суть следующая. На чем остановились? Ты меня спутал с этими баннерами. Респект. Мы почитали статистику. Ну, то есть стало интересно, что же у нас произошло с теми людьми, которые со мной работали. Так вот, по-моему, мы взяли около 19 человек или 20 человек. Вот, и вывели следующую статистику, что 8 из них стали собственниками бизнеса. То есть, например, Рукомойников Анатолий, пожалуйста, да, вот самый. Вот. Соколов Александр. То есть, да, первоначально это вот команда, да, то ли у нас был один из программистов. У кого-то есть даже автограф твой. Это кто? Не может быть автографа моего. Норм говорит, он тебя любит. Или она, не знаю. Он пишет, я люблю тебя. Потрясающе. Короче, так. Все. Вот. Короче, подбили мы статистику. У нас получилось, что на текущий момент из этих 19 или 20 человек 8 стало собственниками бизнеса, то есть которые зарабатывают на текущий момент,
Ну, точно не меньше 100 тысяч. Короче, в вы месяц. все были продавцами, потом все стали собственниками? Продавцами, водителями, извините. Вот даже Катя Кирейтова, бухгалтер, то есть она на текущий момент имеет свой небольшой маленький бизнес, то есть она с бухгалтером работала, то есть она тоже молодец. То есть, ну, можно это считать, короче, случайностью, да? То есть, 8 человек плюс 4 человека, они стали занимать руководящие должности, то есть, в качестве директоров, как правило. Ну почему? А как они это достигли-то? А вот очень плотная работа с персоналом у нас была. Ну как? Ну расскажи. Как? А? Попа в косяк. Ну, смотри, то есть если каждый день тебя на самом деле лечат, гоняют, учат, там, пытаются достучаться Нет, до ну вы твоего разума. работали, директор увидел вас потенциал, что вы такие молодцы, продаете, все понимаете, и сказал, давайте в долю, да? Не совсем, давай так. Вначале это я был продавцом, да, потом я стал заместителем руководителя, директора. А как ты стал заместителем? Положи пирожник. Шучу. Как? Макарони едим. Ага. Просто поговорили с Андреем и договорились о том, что если я там увеличу выручку или чистую прибыль в 2 раза, я получаю 10% предприятия. Потом тот достигнет результат, я опять должен был увеличить в 2 раза. Опять не увеличил. А как ты его увеличил? Продавал? Ой, ничего страшного в этом нету и ужасного. Нет, первоначально, по-моему, самый лучший маркетинговый ход был, там мы на заборе нарисовали там стрелку, сделали. И там было написано, все ноутбуки там. Баннер ставь, пишет. Да, то есть вот, Короче, 12 лет назад это было еще актуально. Наверное, сейчас актуально тоже. Ой, давайте, есть на самом деле, давайте так, есть множество ходов, как можно из буквально 1010, начать бизнес. То есть на текущий момент вот Соловьев Макс. Я не буду рассказывать все его нюансы, что он сделал. Нет, я не могу. Это секрет. Рассказывай. Но суть в следующем, что если даже следовать, боже мой, этим сектантским бизнес-молодости, да, бесплатным советам, которые есть в интернете, то уже можно начать бизнес. Просто люди как-то об этом не задумываются. Нет, я задумалась, я смотрела. Вот Соло, например, да, вот Максим Соловьев, он буквально дней 10 назад запустил одну нишу, через 3 часа после того, как он запустил рекламную кампанию ВКонтексте, у него появился первый заказ, потом выяснилось, что заказ на 200 тысяч. Это Зайцев Александр, который компании Респект, Телмар, Сопротивление, Спринтер, Позитроника и всякая дребедень. Да, половину закрыли, не волнуйтесь. Да, половину. Кризис ударил по всем, друзья мои. Солод что открыл? Ну-ка расскажи. Я не скажу, что именно, но... В смысле? Все суть следующая. Я пока не могу рассказать, особенно это пока что ноу-хау, секрет фирмы. В общем, суть следующая, что через неделю он имел уже несколько открытых заказов, то есть бригаду, с которой он должен работать, то есть конкретно, я не буду говорить, что, да. И я рассчитываю, что, наверное, где-то, через месяца 2, он должен зарабатывать в среднем где-то около 100-120 тысяч в месяц. Это если он все будет делать правильно. И курить траву по самой не хочу. А ему как раз курить не надо, ему сейчас не до этого. А, да? Слава богу. Вот и все. То есть и на текущий момент существует множество ниш, которых можно стартнуть. Короче, ладно, легко. Вы написали баннер, стрелку, что респект там, и, сразу народ пошел, да? Нет. Смотри, просто у нас была 100% конверсия. Если человек зашел, 100% он у нас приобретает. Travelers. Этот, Да, проспект. Вот и все. Что еще раз? Я отвечала на вопрос просто еще раз. Да тебе это не интересно. Ты думаешь, я для них рассказываю? Я потом посмотрю эту запись, просто не беспокойся. Да, конечно. Да? Ладно. В общем, как-то вот так. Сейчас Александр Зайцев. Давайте я... Всем привет, я Яна Сазонова. Нет, конечно. И сейчас Саша у нас стал... Кто ты вообще? Я? Бог. Я не знаю. Он директор. Привет. Зайцев красивей. Спасибо. Верните его. Сейчас вернем. Он стал директором многих компаний. Нет, я не директор, я инвестор, можно сказать. Инвестор. Инвестор. Инвестор в 30... Сколько ты? С хуем лет? Сколько тебе? Мне много лет, мне 35 вообще. Не ври. Тебе будет 35? Мне уже 35, да. А когда тебе вспомнил? У меня скоро 3 детей будет уже. У него скоро будет 3 детей в 35. В 35 лет у него, было Позитроника, Телмар. Сколько компаний вообще было? 11, да? Нет, почти по 30. По 30 компаний, вы представляете, до 35 лет. И правда, половина закрылась, но ничего страшного. Извините. У нас кризис, мы решили просто не вкладывать. Да, правильно, у них кризис. А сейчас все компании закрываются. Нет, мы не закрываемся, мы на самом деле оптимизируемся. Скажи честно.